Добрый день, дорогие телезрители. В программе мы вам покажем один из аспектов любой мастерской по деревообработке, будь то столярная, токарная и какая-нибудь другая. Да? То есть во время обработки любого материала, я имею в виду древесного, образуется энное количество стружки и опилок. В любом случае, потому что используются режущие инструменты очень высокой мощности, ну, например, вот такой вот рейсмус киловатта на 3, да, и генерирует он стружку и опилки с дичайшей скоростью и в дичайшем количестве. То есть все зависит от толщины снимаемого материала и т.д. и т.п. И все вот эти инструменты, все станки являются, еще раз говорю, бесперебойным, очень надежным источником стружки и пыли. Вот для того, чтобы обеспечить мастерской относительную чистоту и относительную безопасность, потому что стружка и пыль, ну, скажем так, попадая в дыхательные пути человека, ничего полезного не дадут. Особенно такие породы, как там дуб и так далее, и так далее. Да? Дубовой пылью подышать, это, ну, выводиться будет очень долго из бронхов. Существует два аспекта. Это удаление пыли и стружки непосредственно с агрегатов, с рабочих зон агрегатов, и очистка взвешенной пыли, которая находится в воздухе мастерской. Если мы повернем камеру вот наверх, мы увидим фильтр очистки воздуха, да, который еще раз удаляет как раз вот ту вот взвешенную массу древесной пыли, которая облаком обычно висит в атмосфере мастерской. Да? Я делал там какие-то из автомобильных фильтров и так далее, чтобы вот эта взвесь, она уходила, ну, очищалась, по крайней мере. Фильтр этот автомобильный я регулярно очищаю, обиваю, и там выпадает столько шняги всякой, да, что уму даешься. И очень надежным и хорошим, еще раз, инструментом удаления стружки, да, является стружка-отсос, специализированный такой агрегатик. Вот вы его видите, это на 1800 ватт. Здесь стоит двигатель, стоит крыльчатка металлическая, и идет, скажем так, циклонируясь, фильтр очистки воздуха, вот, который в виде матерчатого мешка, да, и емкость для накопления непосредственно стружки. Это обычно нижняя часть. Характеризуются эти агрегаты обычно разряжаемостью и мощностью всасывания. Это для, еще раз говорю, для таких стационарных станков и так далее. Вот здесь в сечении обычно используется, ну, 100 миллиметров шланга. Да? Шланг должен быть, внимание, еще раз, армированный. Вот видите, вот проволока она проходит, да? И желательно, чтобы статику убирать, потому что явление взрыва древесной пыли там, и так далее в каналах удаления стружки и пыли обычное очень явление. То есть накапливается там стружка, и такой хлопок. Пух! Есть же такое новое выражение, хлопок раздался. Да? Вот хлопок древесной пыли, он сопровождается натурально именно таким хлопком. Да? И может даже возникнуть возгорание. Поэтому обычно проклеивают металлизированной фольгой для того, чтобы снять статическое электричество, которое является злейшим врагом. Сегодняшняя наша программа будет направлена на то, чтобы проиллюстрировать, какова скорость всасывания от отходов столярной мастерской. Мы находимся в столярной мастерской профи-маркета. Здесь мы проводили там столярные батлы и так далее. То есть это специализированный цех по деревообработке. Будем всасывать стружку при помощи, скажем, большого сечения, то есть соточки, да, и будем всасывать стружку от при помощи циклона, то есть это альтернатива большому стружкоотсосу, который занимает, смотрите, гигантское количество места в мастерской, да? А циклон, он представляет собой ведерко, где, еще раз, воздух также циклонируется и создается, ну, разрежение, которое способно удалять стружку и так далее, но с мелких уже, там, фрезера, с торцовочной пилы и так далее. Вот, наглядно все это дело продемонстрируем, прямо засечем время, за которое он одну лопату единицы всосет и стружкоотсос, и циклон. Поехали.
Ну, когда я начинал, я использовал аналогичный промышленный пылесос, в котором есть очень большое отделение для сбора вот этой вот шняги. Да. Вот здесь мешок, и все пыли и опилки, они идут как раз вот этот мешок. Очень хорошие, на самом деле, мощные пылесосы, но они, что Makita, что Bosch, в данном случае здесь работают больше Makita Fila, наверное, они поставили пылесос Makita. Да? На самом деле разницы нет, хоть Fine Power. Обычно у них порядка 2 киловатт мощность и всасывание, ну, в пределах там 21 килопаскаля, потому что шланг используется здесь очень узкий, то есть 32 обычно миллиметра, и при такой мощности вот разряжение создается именно порядка 21 килопаскаля. Чем хорош пылесос? Он, еще раз, очень такая большая мощность всасывания, большое разряжение, но ты просто каждый буквально день, иногда там несколько раз в день вытряхиваешь вот этот мешок. Этот мешок нужно опростать куда-то в емкость, там, утрамбовать и так далее, продать огородникам. Да? Хорошо. Задачу при пылеудалении в мастерской очень облегчает такая дополнительная насадка, как циклонирующая насадка. Да? Вот мы демонстрируем, это фабричный такой полукитайский циклон, в данном случае это производство Белоруссии, который состоит из 2 частей. Собственно, емкости под вот эту вот пыль и стружки, да, объемом, неважно, тут порядка там 10 литров, да, 10-12 литров. И циклонирующая насадка как таковая, в котором создается, опять же, вот эффект крыльчатки, который, ну, пыль разметывает по центробежной схеме, сепарируя его, то есть в пылесос, мешок пылесоса непосредственно попадает практически 0 вот этой вот взвеси. Да? Присоединяется к пылесосу при помощи штатного шланга, и нужен дополнительный сегмент шланга для того, чтобы присоединять там к выходному патрубку инструмента. Обычно, еще раз, тут очень большое разделение. Фрезер, фрезерный стол, верхняя часть, торцовочная пила и так далее. Вот эти все присоединяются 32 миллиметрами. Да? Давайте мы сейчас вот эту вот кучу, которая составляет примерно полторы чудо-лопаты, которые продается в магазине Bosch, такой мелкодисперсной стружки от ЧПУ, попробуем убрать при помощи вот этого вот замечательного циклона. Для этого рабочий шланг пылесоса в виде вот такой вот штучки мы при помощи обычной сантехнической, скажем так, переходничка подключаем к циклону. Здесь, чтобы поменьше было вот этой вот вещи. И сейчас на глазах у изумленной публики мы запустим секундомер и уберем вот эти 1,5 лопаты мелко взвешенной такой стружки опилок при помощи циклона. Потом вот этот же объем высыпем обратно и уберем уже стружку отсосами. Там будет наглядно видно, что же лучше. Вот. Секундомер запускаем. Давайте вот специально обычный человек, который нажмет мне пылесос по моей команде, да? Вот Николай подошел, видите, вот, замечательный, специально обученный еще раз человек, который нажимает кнопку пылесос. И еще раз 32-й шланг, циклон и пылесос Makita. Поехали! Хорошая такая свежая стружечка со снежком и так далее. И нашему циклону, вы видите вот эти движения, которые тут происходят, все сепарируется, и в пылесос еще раз будет попадать минимум совершенно вот этой вот гадости, да?
можно видеть, насколько заполняется емкость нашего циклона. И последние буквально граммы вот этой стружки очень наглядно показывается, как всасывает вот этот вот наш циклон. Стоп. И у нас результат получается 32-м шлангом полторы лопаты вот этой мелкой стружки мы убрали за 2 минуты 35 секунд и 81. Ну, сотая не важно, 2 минуты 35. Запомните, пожалуйста, вот эту вот цифру. Это что касается вот этой вот части. Теперь наша задача отсоединить циклон и высыпать из ведра обратно и убрать уже при помощи стружка-отсоса. Согласны? Вот. И еще раз говорю, я гарантирую, что в пылесос не ушло, потому что циклонирующая вот эта насадка, она очень хорошо сепарирует всю вот эту гадость от непосредственно мешка. Вот это ведро мы обратно сейчас, и, ну, для чистоты, опять же, эксперимента, на ту же позицию восстанавливаем. Вот эти полторы лопаты вот этой стружки из ведра мы обратно высыпали. И теперь, дорогие друзья, мы опять же вооружаемся секундомером, сбрасываем вот по нолям. И опять же нужен специально обученный человек, который включит у нас стружка-отсос. Погоди. По команде, пожалуйста, Николай. 1,5 лопаты, стружка та же, но у нас вступает сотое сечение и, ну, примерно меньшая даже мощность. То есть потребляемая мощность стружка-отсоса 1800 киловатт, да, двигатель мощности. Но при этом создается, по-моему, чуть ли не в 10 раз больше пропускная способность за счет увеличенного сечения, но создаваемое разряжение, оно гораздо ниже. Так, все, запускаем сейчас. И начинаем. К гадалке не нужно ходить, и не надо быть там прогнозистом уровня Тускула, да, чтобы увидеть, что объем вот этой стружки и пыли, он уходит гораздо быстрее. Просто за счет того, что используется куда больше шланг, куда большего сечения, 100 мм против 32. И за счет этого процесс уборки, он происходит куда более быстро и, можно сказать, качественнее, что ли, потому что, ну, сила всасывания может быть и ниже, но почему-то все. Мы останавливаем. Нужно отключить, Николай. Остановили и убрала вместо 2 минут там, 35 за 49 секунд убрал стружка-отсос. И теперь остается вынести резюме. Что же лучше для мастерской? Либо пылесос с куда меньшим объемом, даже с циклонирующей насадкой, да? Либо стружка-отсос. А резюме у нас будет такое. Если мы используем, видите, вот стоит торцовочная пила, у него выходной патрубок 32-го сечения. То есть туда может присоединиться только пылесос или то вот циклонирующий элемент. Вот туда втыкаем пылесос циклона. Фрезер или в ручном исполнении, там тоже насадка на 32 мм, или в стационарном исполнении там можно воткнуть 2 способами. С верхней частью удаляется, допустим, пылесосом, с нижней частью удаляется стружка-отсосом. Это такой всеми используемый лайфхак. Поэтому говорить, что стружка-отсос, он лучше, то есть если даже вот это вот сечение 100 мм мы сведем там 32, у них примерно сопоставима будет мощность, потому что, еще раз, 1800, который стоит на улице, да, и 2000, которые вот прямо здесь в помещении находятся. Пылесос в любом случае нужен для уборки рабочего места, для
не только для удаления пыли. Но стружка-отсос для стационарных аппаратов, для стационарного оборудования и так далее, это просто незаменимая вещь. И нужно постараться уложить по стационарной схеме, вот как вот здесь у нас по гибким шлангам проведено, да, но обычно прокладывают еще и по сантехническим или там, металлическим трубам. Единственный момент, еще раз, нужно учитывать диэлектрику, то есть статическое электричество, которое накапливается вот в этих трубах. Бывают антистатические трубы такого серого цвета, но они стоят чуть дороже. И еще раз, армирование и все прочее, статику вот эту убирать нужно, потому что если вот эта штука забьется еще раз в проход канала и потом там хлопнет, приятного будет очень мало. Вот. Что остается еще раз добавить? И то, и другое нужно иметь в мастерской, а в случае с пылесосом, чтобы каждый раз вот эти 5-литровый мешок не опростовывать, да, нужно вооружиться вот этой насадкой с емкостью аж на 10-15 литров, даже на 20 литров, которая можно же приспособить емкость куда большего объема, скажем так, медузки какие-нибудь и так далее, и тогда вы будете опорожнять емкость с отработанным материалом, со стружкой, с пылью куда реже. В этом самый большой плюс стружка-отсоса, мешок которого там 200 литров, да, и вы его раз в неделю там, или раз в месяц, если редко пользуетесь мастерской, куда-нибудь деваете, там, или в огородникам отдаете, или высыпаете куда-нибудь, утилизируете, в общем. А в случае с пылесосом это нужно проделывать каждый день и очень часто, поэтому, скажем так, увеличение КПД в части пореже опорожнять пылесос, это только с циклоном, который лучше фабричным исполнением. Можно, конечно, сделать самому, там, отрезать сантехнические какие-то вещи и так далее. Рукоделы занимаются всем этим уже очень-очень большое количество лет. Поэтому вывод такой. В мастерской нужно иметь и то, и другое. Особенно если у вас есть стационарные станки и ручной инструмент. Да? Фрезер, торцовочная пила и тому подобное, ручная там, циркулярная пила, они требуют пылесоса. Все остальное, рейсмус, фуганок, стационарный фрезерный и тому прочее, они требуют обязательно большого сечения и большой пропускной способности. Вот это вот то, что мы хотели вам сегодня показать, как содержать мастерскую в тепле. Спасибо коллективу компании Профи-Маркет, которые предоставили нам возможности, предоставили нам опилки. Да, потому что опилки даже стоят сейчас, мешок стоит 150 рублей на самом деле. Поэтому спасибо еще раз Профи-Маркет за то, что позволили наглядно очень показать возможности и стационарного, скажем, пылеудаления, и переносного пылеудаления. Циклон против стружка-отсоса. На самом деле равенство тут. Плюсов и минусов у каждого своих полно, так что и то, и другое обязательно в порядке. Увидимся.